Здравствуйте! Вас приветствует информационная программа «Новости». В студии Саид Ахмадов. Вы смотрите в нашем выпуске. Кадровые перестановки. Самые трудные участки мы ему доверяли, и он оправдывал всегда доверие. В транспортной полиции представили нового начальника. Надежный путь к высокогорью. В Грозненском районе завершается строительство нового моста. Двойная польза. Как чеченские учителя поддерживают активный образ жизни школьников. В руководстве транспортной полиции региона произошли изменения. Новым начальником Грозненского линейного отдела внутренних дел на транспорте назначен Али Тагиров, ранее занимавший пост заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике. Об этом стало известно на встрече главы Чечни с Николаем Семаковым, начальником управления на транспорте по СКФО и руководителем регионального МВД Русланом Алхановым. Рамзан Кадыров отметил, что Тагиров с самого начала показал себя как истинный патриот и профессионал, верный соратник и ответственный руководитель. Он имеет богатый опыт работы на высших должностях. В свою очередь Семаков выразил уверенность, что новый начальник достойно справится с возложенными задачами. Спасибо вам большое, потому что я уверен в этом коллективе теперь 100%. И знаю, что у нас и так с министром нет вопросов и с Чеченской Республики по взаимодействию. Я знаю, что это еще лучше будет для общего дела. С первых дней Кадыров рядом стал и никогда не спрашивал и не требовал, не гнался за должностями. Самые трудные участки мы ему доверяли, и он оправдывал всегда доверие. Я хочу поблагодарить министра, за что он отпустил такого зама. И вам спасибо за доверие оказано. И я уверен, что отделение, управление у вас будет показывать хорошие результаты. И хочу также поблагодарить Ламали Исаева, то, что он самые трудные дни республики не давал, не допускал ошибок, не давал совершать террористические акты на железной дороге, на других маршрутах. Это тоже дорого стоит, чуть не меньше нужно трудиться и на сегодняшний день, потому что вокруг нашего государства мы видим, какие нападки идут, и мы должны всегда держать в плане безопасность на переднем плане. Поэтому это верное решение. Спасибо вам за доверие, за поддержку. Я уверен, с вашей поддержкой, с его опытом, вашей дружеской, боевой, вы справитесь со всеми задачами. А в Чеченской Республике мы все будем делать все возможное и невозможное даже для того, чтобы у него работа поставить на должный уровень. Уже после министра внутренних дел по Чеченской Республике и начальник управления на транспорте МВД России по СКФО представили нового руководителя личному составу Грозненского линейного отдела. Отметили, что Али Тагиров давно работает на руководящих должностях, человек опытный и профессиональный. Ранее он возглавлял территориальный отдел полиции города Аргун, управление МВД по Грозному и последнее время работал в должности заместителя министра внутренних дел региона. Принципиальный, смелый, самое главное, настоящий профессионал, является близким соратником главы нашей республики, героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова. На сегодняшний день назначение Али Уайсовича линейного управления, я считаю, это послужит хорошим примером, то, что Али Уайсович, находясь здесь, имея большой опыт, приложит все свои усилия для того, чтобы здесь приумножить тот накопленный опыт, который у него имеется, находясь в МВД по Чеченской Республике. Рамзан Кадыров стал отличником кремлевского рейтинга губернаторов за октябрь 2016 года. В рейтинге, подготовленном Центром развития региональной политики, отмечается, что Кадыров укрепил свои позиции в связи с переизбранием на новый срок. В тройку отличников также попали президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Владимировской области Светлана Орлова.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как индекс информационной открытости, индекс безопасности, индекс социально-экономический, индекс политический, индекс лоббизма и показатель динамики. Проанализировав все факторы, составители рейтинга оценили деятельность Кадырова на посту главы Чеченской Республики на 5 при 5-бальной шкале учета. Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев считает, что нельзя сокращать финансирование СМИ и предлагает приравнять индустрию СМИ к Министерству обороны. На заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи чиновник подчеркнул, что информационная безопасность в России крайне важна. Учитывая начатую в последнее время информационную атаку на нашу страну, журналисты становятся на передовые в борьбе за правду, защищая позиции России, отметил он. Провели расширенное совещание с участием министерств и ведомств, в том числе Министерства финансов, Счетной палаты, Роскомнадзора, Федерального агентства по печати. Обсудили бюджет следующего года, выступил против сокращения финансирования федеральных, а также наших региональных СМИ. Считаю, что это нецелесообразно, особенно в сегодняшних условиях постоянных информационных атак на нашу страну. Мы знаем, что в нашей стране есть достаточно информационных ресурсов, которые объективно отражают позиции нашего государства, вещают на все практически страны мира. Это Russia Today, это агентство «Россия сегодня», это ЧГТРК «Грозный», которая реально показывает всему миру объективную информацию. И подобные СМИ сегодня, когда подпадают под сокращение финансирования, конечно, это вызывает вопрос. Хотелось сказать еще об одной теме. Это законопроект, который сегодня мы приняли в первом чтении. Мы для СМИ расширили площадку рекламы. Если законом было предусмотрено 40% рекламы, то сегодня мы объем увеличили до 45% рекламы одного номера издания. Вот это позволит лучше обеспечить редакцию свою, заработные платы. Жители горных районов смогут сократить путь на равнину. Кроме этого, новый маршрут станет более комфортным и безопасным. Строительство переправы начато в прошлом году и уже близится к завершению. Марха Ахматова продолжит. Специалист по строительству дорог и мостов. Он работает в этой сфере уже с 1983 года. За плечами Магомеда Гараева около 50 построенных переправ. К постройке нового объекта длиной 160 и 15 метров шириной подошли с особой тщательностью. По последним технологиям, капитально динаду, сложный мост. Он дальше стесненные условия шмайри хоза лек диаисе лек ёлш сам мост высота 18-19 метров лекду. Любой техника, например, кран ерги более мощный, усиленный кран майокрон сахалчи доступ Природные катаклизмы часто деформируют и разрушают мосты. Однако этот объект спроектирован в соответствии со всеми требованиями безопасности. 112 свай, забитых в глубину до 23 метров, позволят выдержать землетрясение амплитудой до 9 баллов. Теперь строительство достигло завершающего этапа. Практически это идеально. Единственная та сторона, это откош, укрепить еши. Из-за додисной покраска почти что уже завершена. И, в принципе, асфальтирование. Новый мост позволит водителям срезать больше 3 километров пути, который к тому же представлял опасность из-за крутых поворотов и большого уклона. После недавних паводков добираться до горных районов стало еще сложнее. В результате оползней на 32-м километре дорогу Грозный-Шатой и Тумкали пришлось перекрыть. Ремонтные работы уже подходят к концу, и в ближайшее время она будет открыта. Вот эти повороты будут убираться, здесь будет строиться новый путепровод на цимзавод, чтобы машины ездили. На данном участке были оползни, как мы знаем. Сейчас в объезд на Шатой приходится ездить через дачу Борзой в объезд. Людям трудно приходится. В ближайшее время, пару недель, постараемся открыть этот участок дороги
будем по старой дороге ездить. Уже с новым уложенным асфальтом более комфортно будет. Открытие новой дороги ждут и сами жители горных районов, которые сейчас добираются до дома в объезд через Дочу Борзой. او بقي بيشتق ادمش او خاص خيتق مسنا انا ابي يسخلشي هما دا ذات وين نقر مبوي او خاص بس بقى نق دارين دو اي تاغوشون مو داشتو دел рейс خير خانون دел. Новый мост и отремонтированная дорога протяженностью около 6 километров облегчит жизнь сразу 3 горных районов – Шатойского, Итумкалинского и Шаройского. Как отмечают работники, совсем скоро они будут введены в эксплуатацию. Марха Ахмадова, Изнаур Заурбеков, Луиза Юнусова и Милана Ирзанукаева. Новости. Жизнь в Грозненском районе стала более комфортной. За последнее время в разных селах этого района решены сразу несколько социальных проблем. Больше не чувствуется дефицит питьевой воды. Появилось новое образовательное учреждение, которому проложена и новая дорога. С подробностями Магомед Ламаркаев. Саид Магомед Адузов рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться жителям старых отогов из-за водоснабжения. Буквально в каждом дворе сконструированы колодцы для запаса воды. На каждой из них прикреплены специальные насосы. Но и этого не хватает. Несколько раз в месяц ее приходится покупать. С каждым годом эта проблема становилась все более масштабной. 2 водонасосных скважин не хватало для того, чтобы обеспечить водой 66 улиц села. До трети населения она практически не доходила. Об этой проблеме сельчан глава администрации Грозненского района Бекхан Хасиев узнал во время участия в проекте телерадиокомпании «Грозный. Наш район», когда жители муниципалитета обратились к нему в прямом эфире. И теперь до полной нормализации водоснабжения остались считанные дни. لقيت واحد سات خير يدخل ده تقشر ده تخيل دم يلا خير ده أنا خيسوا بروستات إز أو هو يا قحوي كشير هريورت ده أنا هو لقر شاستي توني خي حال سقوش ده أنا أستغل عدول ده لا تهون حال بيحكي بريجادة اتسع إسكواجين توعنا تهون هو لقر ده أنا هو يتسين وتمت كات ده ده Искважин, буквально 2-3 дня уже ключи искважин. Одной из проблем, о которой сообщили главе администрации Грозненского района в эфире радио, дорога, ведущая к новой школе в селе Чеченаул, построенной и открытой к началу учебного года по федеральной целевой программе «Юг России». К решению вопроса приступили незамедлительно. Уже к сентябрю дорога полностью была заасфальтирована. администрации район حكمي تو سيخ رياجي روتين قز نعبل شو ناقوستر لعتة لعتة وسمسات مترو نعبور تعنكر نداعتلو شو سيخ رياجي روتين هنعبق بنشق بقنا. Автобуса пока нет, но детей в школу, которая располагается на окраине села, подвозят родители. Появление новой заасфальтированной дороги значительно упростило им задачу. Пешком, даже если идешь, очень приятно, хорошо пройтись. И еще облегчило строительство этой дороги труд нашим техничкам, уборщицам, потому что дети идут по чистой асфальтированной дороге, и, разумеется, грязь сюда уже не приносят. В Гекало такая же проблема. Поселок также стал одним из тех, где по программе «Юг России» построили новую школу. Но дорога не была проложена. К счастью, за дело еще до начала учебного года взялась районная администрация. Школа в сентябре за счет районного бюджета было не было. Был в первую очередь километр 600 метров был, но да, мало. Бюджете ахчхала, умахала, глава района обещает дина докончить бирбу, а так там гравийно подъездно не бамбуцега, но все равно асфальтил в Сан-Сахил. Жители района отмечают, что программа «Наш район» оказалась одним из самых эффективных проектов телерадиокомпании «Грозный». Не прошло и полгода после прямого эфира, а в жизни муниципалитета уже произошли ощутимые изменения.
Магомед Ламаркаев, Булат Баканаев и Луиза Юнусова. Новости. В Чечне стартовал очередной интернет-опрос. Он направлен на выявление мнения населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций. Пройти опрос может каждый желающий на официальном сайте Министерства экономического, территориального развития и торговли. Участникам анкетирования придется оценить работу общественного транспорта, коммунальных служб, а также качество дорог. Рассматривается и вопрос оценки деятельности глав администрации муниципальных районов. По завершении опроса его результаты будут опубликованы на сайте администрации главы и правительства Чеченской Республики. Мы проводим третий опрос, он уже, я сказал, 2 месяца проходит. В 2017 году он будет проходить в течение всего года. В целом население удовлетворено деятельностью органов местного самоуправления и республиканских и муниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг населению. Показатели выше указанных минимальных критериев оценки. Итоги подводится эта экспертная комиссия, которая по результатам данной оценки населением по соответствующим критериям, то выносятся соответствующие рекомендации и предложения в адрес руководства республики, в адрес глав администрации и так далее. Внимание, зима будет скользкой. Подготовиться к зимнему сезону особенно рекомендуют водителям дорожного транспорта. В столице сегодня выпал первый снег и, судя по всему, поменять летние шины лучше как можно раньше. Изнаур Заурбеков продолжит. До начала зимы осталось чуть больше месяца, и водителям уже нужно заниматься подготовкой своих машин. В соответствии с законом с 1 декабря по 1 марта обязательно наличие зимней шины. Но если снег выпадет ранее, то рекомендуется переобуть автомобиль в соответствии с климатическими условиями. Требование об обязательном использовании зимних шин на автомобиле прописано в техническом регламенте Таможенного союза. А также в этом регламенте прописан и минимальный размер протектора, который должен быть у зимней и летней резины. Это для зимней резины это не менее 4 мм, а для летней резины не менее 1,6 мм. За несвоевременную подготовку автомобиля к зимним условиям предусмотрен штраф административный в размере 500 рублей, либо предупреждение. В канун зимнего сезона автомагазины республики закупаются шинами на любой выбор, цены которых зависят от размера и бренда. Брендовая марка от цены 18 тысяч юаней, но и китайская резина, но китайские новые только резины бывают, покупают в магазинах. Они тоже, соответственно, в размере каждый где-то 16, где-то 17 размер, минимум, 18-20 тысяч предел. И что вайгавил размер от 16 до 20 размера, в среднем, и что 16 тысяч обувка, чулош. И 18-20 тысяч, тем менее, чем больше идет размер, тем выше. Автовладельцы уже выстроились в длинную очередь перед магазинами за полным комплектом колес для своего транспорта. Зимний чурк хилж дикируш сезон на тех тухлиш тех что дикух дуиза хотя بعض اللي شوي بقوة وما رازن كل شو وين باشيلو تقول ليش تقول وين إيش دقيم ندلع ما تخدم تخوش حولتني تليل شيء تو يعرج ويرو زمني تياك شيء أتو بج تياك شو ديك وخدوز زمني ريزينا شين خينا تأيلنا ليل شغل شيء لرلوش ليل شيء بعد دكيدر خلي شو إذا شيء تأقوى أثناء شيء قاندال مطلع تأقوى سوريال شو. Переобуть машину в зимнюю резину не составит труда. У автосервиса мастера выполнят свою работу за несколько минут. Смена колес обойдется от 500 до 2000 рублей. ريورش هالكيجي ماشينش حالات شوية 500 600 اتوقع ما شغله قطع إنا ماركش كارول كامري 1200 اتوقع ما خله خيوتك جيب شيء تر وا 1500 اتوقع ما خله تريش. Покупка зимнего комплекта резины и установка их на автомобиль будет стоить водителям в среднем около 20 тысяч рублей. Гарантия на колеса 3 года. Но, по словам специалистов, если снимать их своевременно и хранить с должным уходом, они прослужат до 5 сезонов. Изнаур Заурбеков, Шамиль Апиев, Адам Чекуев и Ислам Расуев. Новости. Время, проведенное в школе, может быть полезным как для ума, так и для здоровья. Наглядный пример тому показывают в отдельных школах республики. Без физминуток никуда, утверждают во многих образовательных учреждениях. Эту практику изучила Луиза Баснукаева. Привет, ребята! Разомнемся вместе со мной. Стоим возле парты, руки на поясе. Значит, раз, правую руку вниз, левую вверх.
Такую разминку дети делают каждый день в школах. Сидя долгое время за партами, школьники устают. И минутки отдыха как раз помогают зарядиться энергией. Также очень важна гимнастика для глаз. Рассаживают ребят, кстати, тоже не в случайном порядке. У себя в классе я на первые парты сажаю детей с плохим зрением, а остальные дети у меня периодически пересаживаются. В течение 2 недель я их меняю и партами, и рядами, для того, чтобы их глаза снизить утомляемость глаз, для того, чтобы они не смотрели на доску с одного и того же ракурса. Родители, выбирая для своих детей место учебы, хотят, чтобы оно давало как можно больше знаний и редко задумываются, а будет ли учебное заведение заботиться о здоровье учеников. В математической школе, как и в других, педагоги прививают детям любовь к спорту и здоровому образу жизни с самого детства. Так, например, в столовой во время обеда и полдника подбирают специальный рацион, чтобы ребенок получал полноценную суточную норму для организма. Всем требованиям Санпина на неделю разрабатывается. Каждому ребенку рассчитывая их калории, кому меньше, кому больше с возрастом. Но обед это первое, второе, горячее, конечно. А полдник это фрукты, печенье, булочки. Что чаще всего будут дети повышать? Так, ухты, кексы, пирожные и чокопай. Чаще всего. Просят они очень много, то жвачки, то всякие вот эти сухарики там всякие. Но мы не разрешаем. В современном мире дети и подростки в основном ведут пассивный и сидячий образ жизни. Общий жизненный тонус ребенка, а также общий уровень его здоровья во многом определяется уровнем энергозатрат организма. Педагоги разрабатывают программу, делая акцент на максимально подвижные игры, в которых ребята могут задействовать все мышцы. Учитель физкультуры рассказывает, как планируется неделя учащихся. Играют, там, бегают. Мы их обычно чередуем. Сегодня, допустим, они играют в футбол. А на следующее занятие они могут играть там, или там волейбол, там, может быть, или там кроссовый, там, или эстафеты, там, или подвижные игры. Там. Вот так каждый раз мы чередуем. Легкий бег, отжимания, и еще на коленях разминки нравятся. Как и во всех школах, в математической также функционирует медпункт. Тут проводят все необходимые осмотры, которые способствуют профилактике заболеваний. Они сюда обращаются за помощью. У кого болит живот, у кого болит голова. Я или советую, направляю в поликлинику, или даю обезболивающие средства. Проветривание классов, следим за чистотой рук перед едой. Гигиенические мероприятия проводим с детьми. Ну и если удается, то беседа с родителями о том, как их нужно одевать в этот период. Это у нас аптечка для оказания помощи. Перевязочные, мотиважающие, успокоительные, антигистамины. А это аптечка для оказания первой помощи при шоковой реакции. Все проводимые мероприятия в учебных заведениях, а также своевременное посещение врачей-специалистов должны помочь сохранить здоровье ребенка в школе надолго. Здоровье детей. Как их уберечь от разных инфекционных болезней. Дети, сами понимаете, они такие, что за ними надо следить, их постоянно нужно этому обучать. Помимо этого выделяют минуточку о бережном отношении к своему здоровью. Невозможно спрятать своего ребенка от всех бактерий, но можно научить его избегать по мере возможности контакта с ним. И для этого нужно всего ничего. Полноценный 9-часовой сон может сотворить чудеса и сделать иммунитет ребенка крепким. Поможет и банальное мытье рук, здоровое питание, гигиена и занятия физкультурой. Луиза Баснукаева, Булат Баканаев. Новости. Это были все новости к этому часу. За нашими новостями вы можете следить также в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания.